Продолжает наш эфир выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о темах. Жители Мегино-Кангаласского района вот уже несколько лет сталкиваются с серьезной экологической проблемой. И местные жители выражают обеспокоенность состоянием здоровья и качеством воздуха. В Ангинском районе обсуждают геокультурный потенциал Улуса. Идеи и наработки могут стать основой для новых проектов. В Верхневилюйском Улусе кипит футбольная лихорадка. Здесь проходит чемпионат республики по футзалу с участием 19 команд. Трибуны ежедневно заполняются до отказа. Самолет, следовавший из Красноярска в Якутск и подавший кратковременный сигнал бедствия, приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По предварительным данным, посадка была произведена со второй попытки из-за сильного ветра в регионе. Борт, на котором находилось 118 пассажиров, приземлился в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовского. Ранее поступила информация, что самолет авиакомпании «Россия» был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. По факту инцидента проводятся надзорные мероприятия. Жители поселка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района вот уже несколько лет сталкиваются с серьезной экологической проблемой. На местной свалке продолжается горение мусора, что приводит к постоянному выделению дыма и вредных веществ в атмосферу. Местные жители выражают обеспокоенность состоянием здоровья и качеством воздуха, которым они вынуждены дышать. Улица Интернациональная. 200 метров до свалки. Здесь живут люди. Бегают вот такие крысы. Постоянно кошки боятся крыс, кошки. Люди чуть ли не спят с этими крысами в обнимку. Просим закрыть эту свалку. В поселке Нижний Бестях уже долгое время остается нерешенной острая экологическая проблема. Местная свалка горит постоянно. По словам жителей, дым от горящей свалки накрывает весь поселок, вызывая кашель, головные боли и другие недомогания. Особенно тяжело приходится детям и пожилым людям. Утром просыпаемся от головной боли. Особенно вот страдают астматики. Да и обыкновенный человек, ему тяжело, голова болит постоянно. Мы требуем не только решения, но чтобы обратили на эту проблему внимание и каким-то образом повлияли на наши эти органы, администрацию, и сделали какие-то выводы и решения приняли. Поджигание или сжигание мусора, это, для нас это очень губительно. И я считаю, что нам необходимо перенести эту свалку куда-то, чтобы она здесь не работала, чтобы ее перенесли вообще с нашего поселка. У меня дети живут прямо практически на свалке, у них дом. Летом, зимой бегают крысы вот таких размеров. Я обращаюсь в Роспотребнадзор, в экологические структуры. Это что такое? Они не принимают никаких мер абсолютно. Свалку нужно закрывать и убирать. По информации местной администрации поселка Нижний Бестях, для тушения возгорания на свалке принято решение засыпать очаг песком. Мы, жители поселка Нижнего Бестяха, просим срочно закрытие вот этого полигона и перенести свалку на довольно далекое расстояние от поселка. Этот центр поселка завален вот этими всеми отходами. Просим решить вопрос срочно. В связи с ухудшением и нерешением данной проблемы создана инициативная группа, в которой входят сами жители. Сейчас они намерены обратиться во всевозможные инстанции для решения данной проблемы. Улица Кооперативная и Газовиков. Со вчерашнего дня все вот так в дыму. Дышать нечем. Дым и едкий запах от горящей свалки – теперь это настоящее испытание для здоровья людей. Местные жители надеются, что власти в скором времени примут уже действенные меры и требуют переноса свалки с территории поселка. Гульнара Мосова, Мегино-Кангаласский район. Оперативный штаб республики продолжает работу по дополнительному обеспечению участников специальной военной операции оснащением и снаряжением. На этой неделе в территориальный опорный пункт поставлены запасные части для автотехники. Также прибыли 3 автофургона с гуманитарной помощью. В ближайшие дни ожидается поставка инструментов, металлообрабатывающего оборудования и источников бесперебойного питания для поддержания технического состояния вездеходной техники.
Кроме того, сегодня запланирована очередная отправка автофургона с 3 единицами автотранспорта и гуманитарным грузом. Всего с начала года выполнено 15 рейсов по перевозке гуманитарных грузов, доставлено 32 единицы техники и 113 тонн гуманитарной помощи, включая адресные посылки, собранные предприятиями, организациями и жителями республики. Дополнительные мероприятия по поддержке наших военнослужащих продолжают проводиться на постоянной основе. Добраться до спортзала или поликлиники теперь ветераны СВО с инвалидностью могут бесплатно получить помощь в перевозке. Достаточно обратиться в общественную организацию «Феникс», позвонив на горячую круглосуточную линию. Организовать транспортировку можно не только в Якутске, но и из близлежащих районов. До сегодняшнего дня услуга работала в пробном режиме. Участники спецоперации успели оценить ее преимущества. Уходил в 22 году, служил в артиллерии на Херсонском направлении. Вернулся, уже был в Якутии в 23 году. «Феникс» помогает по всем видам, которые касаются СВО. Вот, например, ветеранов СВО. Если есть проблемы, обращаемся и решаем. Сейчас хорошо, что появился еще транспорт. То, что можно уезжать, например, на тренировки, до того же аэропорта или там по личным делам. Врачи едут к пациентам. В Нерюнгринском районе около 100 жителей Венкийского села Иенгра при поддержке компании «Транснефть Восток» смогли пройти медицинское обследование в амбулатории на колесах. Подробности в сюжете наших коллег. Каждый год передвижной комплекс объезжает нефтеперекачивающие станции «Транснефть Восток», расположенные на бескрайних просторах Сибири и Дальнего Востока. Задача – плановый медосмотр сотрудников. В этом году автомобиль заезжает по пути в село Иенгра для медобследования оленеводов. Так, компания заботится о здоровье эвенков и сохраняет уклад их жизни, ведь покинуть надолго стойбище они не могут, а до ближайшей поликлиники больше 60 километров. Оленеводы издалека приезжают, и им назад надо, в тайгу. А тут все условия. Комплекс оснащен всем необходимым оборудованием. В наличии ультразвуковой аппарат, гематологические и биохимические анализаторы. Мы проводим все виды исследований, которые нужны для проведения периодических медицинских осмотров. Таежные жители – люди крепкого здоровья. И тем не менее за своим здоровьем следят и считают важным каждый год сдавать анализы. Очень хорошо, когда к нам врачи приезжают. Удобно, конечно, чем ездить в город. Невролога прошел, окулиста прошел, ЭКГ к сердцу тоже сейчас прошел. Очень удобно, конечно, для нас это вообще плюс большой. А еще такие обследования помогают жителям узнать о слабых местах организма и о том, что нужно предпринять, чтобы не допустить развития патологий. Медицинское обследование, которое организовала наша компания, оно позволит коренным жителям узнать состояние своего здоровья, получить качественное обследование по месту у себя дома. Мероприятие приурочено к Году единства народов России. Впереди новые проекты. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. В Амгинском районе прошла республиканская научно-практическая конференция «Геокультурный потенциал», собравшая ведущих ученых республики, краеведов, педагогов, представителей туризма, глав сельских поселений, общественных объединений. Участники обсудили, как изучение геокультурного потенциала Улуса поможет создать уникальный бренд Амги, привлечь инвестиции и дать импульс социально-экономическому развитию территории. Работа велась по 4 направлениям – от исследования культурных ландшафтов и исторического наследия до креативных индустрий, восприятия геокультурного образа Амги глазами детей. Идеи наработки конференции могут стать основой для новых проектов межкультурного сотрудничества и развития региона. Моя тема близко связана с направлением деятельности конференции – это историческая память. В моем докладе я подчеркнул то, что историческая память и места памяти в Амгинском районе очень хорошо представлены, но с ними нужно еще довести дальнейшую работу. Это могут быть памятники, музеи, саилыки, аласы, места битв, как, например, в Амге, это Сахыл, конечно же. Тематика конференции очень перспективна, работ будет очень много, конечно же. Подведены итоги первенства Дальневосточного федерального округа по художественной гимнастике. Напомню, в феврале этого года в Якутске впервые прошло масштабное соревнование, собравшее около 300 участниц из 9 регионов Дальнего Востока, где сборная Якутии показала исторические результаты, став победителями в командном зачете.
И надо сказать, что эти соревнования прошли на очень высоком уровне. Я сегодня, пользуясь случаем, хочу выразить слова благодарности Федерации художественной гимнастики нашей республики, да, в лице президента Федерации Людмилы Валерьевны Николаевой. Ну а так, эти соревнования прошли при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, при поддержке Федерации гимнастики Российской Федерации. И мы вот сегодня будем подводить итоги. Надо сказать, что и еще раз хочу поздравить сборную нашей республики, наших девочек, юных спортсменов. Для любителей бега и ходьбы стартовала регистрация для участия в Радигистяхском полумарафоне «Сюрюк». Мероприятие, которое проводится при грантовой поддержке инициатив местного населения, состоится 5 сентября в рамках празднования Дня села Бердигистях. Спортивное событие пройдет впервые в истории Горного Улуса и соберет 500 любителей бега и ходьбы. Спортивное мероприятие, посвященное 95-летию образования Горного Улуса, направлено на развитие массового любительского спорта в сельской местности, привитие понятия «спорт – норма жизни» через пример любви к спорту, бегу героя, проект ветерана спорта ДСО «Урожай» Якутской ССР Максимова Иннокентия Иннокентьевича, известного как Сюрюк Кеся. Для того, чтобы принять участие на данном забеге, можно выбрать из 5 дистанций. Это 500 метров – это детский забег, 3 километра для любителей бега от 11 лет, 5, 10 и 20 километров для людей в возрасте от 16 лет. И одним из, наверное, будет особенностей нашего забега, мы объявили дистанции для любителей скандинавской ходьбы, 2 дистанции на 3 и 5 километров. В Верхневилюйском Улусе кипит футбольная лихорадка. Здесь проходит чемпионат республики по футзалу с участием 19 команд. Трибуны ежедневно заполняются до отказа. Болельщики с флагами громко поддерживают свои улусы, скандируя их названия и заряжая спортсменов энергией. Зрители в восторге от мастерства игроков, резких приемов, отточенных навыков и слаженной командной игры. Особенно напряженной выдалась борьба между командами Ленска и Верхневилюйска. По итогам турнира 6 лучших коллективов получат путевки на 9-й спортивные игры народов республики в Нюрбе. Они пройдут в 2027 году. Все борются, все физически сильные. Со всеми трудно играть, тем более в Верхневилюйске дома играем. Трибуны все равно давят морально все равно. Но мы уже привыкли, в Якутске всегда играем и уже не слушаем трибуны. А так команда разыгралась, все у нас все по плану идет, все хорошо. Командная игра, все играют хорошо, команда за друг друга, обороняемся. Форма хорошая у нас. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.